Традиционное августовское совещание учителей прошло в новой школе на левобережных дачах. Перед пленарным совещанием состоялось вручение новых автомашин. Автопарк учебных заведений пополнился 13 автобусами марки ПАЗ, 5 автобусами ГАЗ и 2 микроавтобусами УАЗ. До 1 сентября школам республики передадут еще 23 автобуса. Это у нас тройной праздник. Первое – это нам подарили такую красивую школу на микрорайоне ЛДО. Второй праздник у нас намечается вручение автобусов, и мы тоже новый автобус получаем от имени школы, от имени коллектива, от имени родителей. Мы очень благодарны. Августовское совещание проходило с соблюдением санитарных мер и в онлайн-режиме с кажунами. Основным моментом в докладе в Рио главы Тувы Владислава Ховалык стало заявление о повышении заработной платы учителей. При минимальной 18-часовой нагрузке зарплата должна быть не менее 24,5 тысяч рублей. К гарантированной части зарплаты должны быть и надбавки за дополнительную нагрузку. На сегодня молодые учителя даже с хорошей нагрузкой получают на руки меньше 20 тысяч рублей в месяц. Неудивительно, что специалисты уезжают от нас в другие регионы. Поэтому первое, что надо сделать, возобновить работу по совершенствованию системы оплаты учительского труда. Она была начата при Петре Александровиче Морозове, но потом ее приостановили. А к настоящему моменту оклад педагогов не менялся на протяжении 5 лет. Надо добиться того, чтобы учитель при минимальной 18-часовой нагрузке получал не менее 24,5 тысяч рублей. Светлана Чимбаевна Чома – учитель русского и тувинского языков со стажем работы 54 года. Ветерану отрасли присвоено звание заслуженного работника образования. Светлана Чимбаевна рада за молодых коллег, труд которых получит достойное вознаграждение. Мне отрадно было сегодня услышать доклад Рио главы Республики Тува Владислава Таварштаевича о том, что с этого учебного года повышается ставка учителей. Желаю, чтобы учителя республики хорошо работали и чтобы ученики были более воспитанными, образованными, грамотными. И желаю всем здоровья. Владислав Ховалык также предложил возобновить работу по социальной защите и сопровождению выпускников 10-11 классов. Обсудили и другие не менее значимые вопросы – доступность образования, перегруженность школ, обновление школьной инфраструктуры и организация горячего питания. Айдана Холу, Буян Мангуш, Ангар Оржак, Тува 24.